меня дедушки фотографы, папа увлекался фотографией, и у бабушки я нашла старый фотоаппарат. Он не работал, я просто нажимала кнопку, мне нравилось его там перезаряжать. Вот. И с того момента я прям, наверное, заболела фотографией, хотела свой фотоаппарат, и в 10 лет мне его подарили. Собственно, я снимала все подряд. У меня первый фотоаппарат была мыльница Panasonic Lumia, по-моему, или Lumix как-то так назывался. Первый был красненький, потом его успешно украли, и мне папа подарил черный, такой же. И я с ним, наверное, года 3 еще поснимала. Первый в 10 лет у меня появился фотоаппарат. Я снимала растения, машины. Мы тогда жили в Америке, и я сделала первую коллекцию свою эти автомобили США. Вот, потому что очень богатый выбор, скажем так, что снимать. И в целом мне до сих пор хранятся эти фотографии, они мне прям очень нравятся. Ну, как отмечают мои клиенты, у меня прям, я так сильно не разбирала этот вопрос, но мои клиенты отмечают, что вот именно я ловлю эмоции, то есть у меня все фотографии, они эмоциональные и не наигранные, что является большим плюсом. Я строю клиентов, то есть я показываю им позирование, помогаю в этом, но именно эмоции, которые они дают, я вот в эти моменты ловлю. Так что можно сказать, что это мой авторский стиль, как и на репортажной съемке, так и на постановочной в студии. Вот на самом деле такой больной вопрос, потому что, не знаю, меня как-то вот все детство не то что критиковали, но как бы стремиться к лучшему, сделать лучше всех и все такое, синдром отличника. Я сама себя часто критикую, думаю, блин, можно было лучше, можно было так, то есть я сама к себе довольно самокритична. И когда меня критикует кто-то еще, я думаю, блин, нет, я и сама могла это сказать сама себе. Вот, но последний раз вот мой учитель мне сделал замечание такое, и я разбирала, оно деструктивное или конструктивное, и все-таки оно было конструктивным, я приняла это, ну и выросла, стала лучше снимать. Вот, поэтому я так как-то отношусь, ну, негативно к критике, когда она деструктивная, вот, а конструктивно я долго все-таки разбираю, разжевываю сама для себя. Ну, тут 50 на 50, то есть если вы прям техникой в IT, вы можете полностью там, ну, кто не на ИТФ учится, там, на экономическом, вы можете разработать стратегию, понять, как это все работает с технической точки зрения. У вас будет все абсолютно по композиции выстроено, но если у вас нету вот какого-то ощущения красоты, там, вот что-то такое, да, насмотренности, опять-таки, то вы сделаете технически хороший кадр по всем характеристикам, но в нем не будет души. Поэтому я все-таки считаю, что если вы хотите стать фотографом, то надо развивать еще в первую очередь насмотренность. То есть у вас может быть по техническим характеристикам плохой кадр, там шумов много или засветы, но он будет какой-то душевный и особенный, поэтому вот это вот важно. Так что, ну, этому тоже можно научиться, просто ходить в галереи, там, в музеи, тоже смотреть, как рисовали. Я очень люблю изучать историю искусств, картины, потому что в них можно много чего интересного для себя подчеркнуть. На самом деле, похвалюсь, я участвую только в тех конкурсах, в которых я уверена. Вот. Нет, был один конкурс, в котором я прошла во второй этап, но не выиграла, то есть я во втором этапе была в 50 лучших, скажем так, вот, но не поехала. Я участвовала в конкурсах местных, у нас была фотоконкурс, фотовыставка во Фрунзе в ресторане, я заняла 3-е место, это был 19-й год, как раз первый курс. Вот. Также участвовала в Лимоне, это фестиваль рекламы в Мосполитехе, и всегда по направлению фотография. Вот. На первом курсе я заняла 3-е место, на втором, по-моему, 2-е или 3-е, уже не помню, и на 3-м 1-е, собственно, по нарастающей. Вот. К этому у нас и будет выставка. Вот. Также я участвовала еще в «Битва KG», когда-то был какой-то они конкурс, тоже проводили, я заняла 1-е место, там были интересные призы. Во всех остальных конкурсах были грамоты, там были какие-то существенные, там что-то подарили даже. Вот. И участвовала в конкурсе, в который я прошла во 2-й этап, это был лондонский конкурс, мы даже собрали все документы, мне пришло приглашение посетить, собственно, этот конкурс.
Мы уже собрали документы на визу, и тут говорят, мы заранее решили выбрать победителей, но вы можете приехать их и поздравить. А поездка выходила такую в приличную сумму, и мы в итоге не поехали. Это вот как раз даже первый курс был. Мы уже даже получили разрешение от факультета, от моей направления, от Гульмиры Джинишевны, она все подписала. Все, мы уже готовы были, мы уже там заплатили даже какие-то деньги в Кыргызконцерт, чтобы поехать, получить визу. Ну и вот так вот получилось неприятно. И в итоге это, наверное, единственный конкурс, в котором я прошла, но ничего не заняла. Все-таки московский, в котором я заняла первое место, потому что это все-таки первое место, это среди университетов, значит, я в этом направлении лучшая. Мне это прям очень польстило, так сказать. И вот лондонский, потому что я поняла, что все-таки есть к чему стремиться, есть куда расти, и что и в Европе как бы можно получить признание какое-то. Я считаю, да, что я успешный человек, к своему возрасту, но опять-таки есть к чему стремиться. Все мы знаем успехи успешных людей, которые там в 21 заработали уже себе квартиру в Москве и так далее. И, конечно, у меня нету квартиры в Москве, да и в Бишкеке тоже. Вот, поэтому есть к чему стремиться, но на данный момент среди своего, наверное, окружения и в университете, и в городе, с кем я общаюсь, я считаю себя успешным человеком. Все-таки вот я прошла много курсов, у меня много знаний, я могу с людьми поделиться этими уже знаниями, я работала преподавателем, вот, поэтому я думаю, что мне уже есть что отдавать даже можно. В целом, мне кажется, человек в этом мире приходит, чтобы поделиться с другими чем-то, вот, и когда ты можешь уже поделиться своими знаниями, опытом, я считаю, что это ты прям человек, когда нашел свое призвание, скажем так, и можешь распространять, делать благо для других. Честно сказать, я поступила в 3 вуза. Я поступила в АУЦА и поступила в РУДН, в московский, на бюджет. Вот. И в КРСУ на контракт. Вот. Но пошла в КРСУ, потому что здесь было дешевле, чем в АУЦА. И на тот момент я уже работала, я думала, что я буду работать там еще долго. Проработала я до начала октября, вот, первого курса в итоге. Вот. Ну и как бы все равно здесь мои близкие, я решила пойти в КРСУ. Плюс я знала, что здесь учеба не там, с 8 утра до 5-6 вечера, как это было бы в АУЦА или в РУДН, и я могла бы работать и посвящать еще время там, учебе другой какой-то, хобби. Вот, то есть у меня главное было приоритетом, что это занимает половину моего дня, а не весь. В целом, это, наверное, самая легкая сессия, которая у меня была за все, вот 4-й год обучения у меня идет. Потому что до этого было и предметов больше, и экзаменов после них, зачетов с оценками, тоже очень было много. Мы не спали сутками, бывало. Вторую сессию я свою никогда не забуду, когда мы там с подружкой неделю просто жили, вот так вот я ее будила, она меня будила, чтобы мы дописывали эти конспекты, сдавали. И, в общем, поэтому это, наверное, самая легкая сессия. Я, по крайней мере, сплю по 6-7 часов, это уже радует. Мне нравится то, что связано с компьютерами, наверное. Вот у нас был предмет, мы изучали Adobe After Effects. Вот. Но я в нем уже как бы до этого курсы проходила, поэтому мне было более-менее понятно. Вот. И у меня 5 по нему, соответственно. Также мне нравится графический дизайн, и вот у нас была социология и психология. Тоже такие интересные, как влиять на людей с помощью той же самой фотографии, как вызывать у них эмоции, какие-то желания, опять-таки. Вот. Мне вот нравится разбираться еще в людях, вот все, что касается людей. Сейчас у меня мечта накопить на фотоаппарат. У меня есть свой, вот, который я купила, но ему уже 5 лет. Вот, и надо его заменять более профессиональным, скажем так. Я хочу беззеркалку Sony. И вот на него сейчас активно коплю все деньги, которые там зарабатываю. Оставляю часть на жизнь, на дорогу, остальное все откладываю, чтобы его купить, потому что это стоит, наверное, как полмашины. А потом уже машину. Я, во-первых, хочу устроиться после окончания университета сюда, в телецентр. Вот, я очень люблю свой университет, у меня прям какое-то
жажда улучшения, что ли, чего-то, если я могу чем-то помочь улучшить университет и вообще в целом образование, то я бы, наверное, здесь и осталась. Вот, как бы и благотворительность творить, и как бы и работаешь где-то. Вот. А так, конечно, на фрилансе, как и я сейчас этим занимаюсь, то есть у меня собственный бренд, скажем так, фотографа Кристина Филатова, и я, собственно, под ним и собираюсь продолжать. Возможно, я открою свою фотошколу, это тоже в планах стоит. Причем не только по фотографии, это, скорее всего, будет СММ тоже, потому что связано с рекламой. Я могу дать больше, чем на тех курсах, которые сейчас дают, потому что там нету людей с высшим образованием по рекламе. Поэтому я все-таки хочу вот в этом направлении еще тоже преподавать, как-то более кратко, скажем так, чем за 4 года, но дать основную информацию, которая людям поможет в продвижении своих компаний, своего бренда, вот, либо поможет им тоже работать СММщиками, там, мобилографами, как сейчас модно говорить. Ну, единственное, наверное, о чем я жалела, что я могла учиться в Москве, а там больше возможностей по работе, потому что здесь все-таки очень низкая заработная плата на услуги фотографа, и очень сложно добиться, скажем так, повышения ее, потому что у нас все-таки рынок услуг не ценится. Вот. Но это касается не конкретно КРСУ, это касается конкретно города Бишкек, что у нас в целом такой рынок на услуги, вот, а в Москве я могла бы большего, может, добиться. Я так рассуждаю. Ну, а в самом КРСУ нет, не жалею. Если бы КРСУ был в Москве, было бы еще лучше. Потому что здесь хорошие преподаватели, здесь как-то они более понимающе относятся к каким-то твоим проблемам. Если у тебя там задолженности, у меня такое бывало, что у меня там вот-вот образуется задолженность, но у меня там утренний репортаж как раз в декабре, это полный завал. Я могла написать преподавателю, и она шла ко мне навстречу, преподаватель, и мы в 10, в 11 ночи я издавала это все. То есть вот мне вот это прям очень импонирует, что все-таки к ученикам, к студентам ближе преподаватели, поэтому нет, не жалею.